18 октября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 9,94 сомони за 1 евро. Средний курс и продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2180 до 10,17 сомони, 1 евро от 9,9493 до 10 сомони, 1 российский рубль от 0,1610 до 0,1630 сомони. Российский рубль в Таджикистане после резкого обесценивания в течение последней недели к выходным немного укрепился. Официальный курс рубля к сомони, устанавливаемый Национальным банком Таджикистана ежесуточно, в том числе на основе спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, за первые 5 дней минувшей недели снизился на 3,4% со 164 сомони за 1000 рублей в понедельник до 158,5 сомони в пятницу. В выходные курс рубля установился на уровне 150 сомони. Соотношение рубля к таджикской валюте в последний раз на таком уровне находился 22 апреля этого года. На утро сегодня, 18 октября, курс составил уже 161 сомони. Между тем, специалисты связывают обесценивание рубля к сомони с неожиданным укреплением курса доллара и евро в ходе торгов Московской биржи на прошлой неделе после длительного укрепления. Доллар подскочил с 54 до 63 рублей, евро с 58 до 62 рублей. Российские эксперты обесценивают это обострением геополитики и готовящимися новыми санкциями против России. Таджикская валюта, по словам местных экспертов, из-за сильной социально-экономической зависимости республики от России фактически привязан к рублю, и то, что будет происходить с российской валютой, через определенное время отразится на таджикской валюте. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо растут на неопределенности в отношении спроса и предложения на рынке. Это следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цена на нефть марки Brent растет до $92.21 за баррель, марки ВТЕ до $85.11 за баррель. Цена на золото во вторник утром слабо меняется, оставаясь вблизи отметки в $1665 за тройскую унцию. На рынке действуют разнонаправленные факторы, об этом свидетельствуют данные торгов. Таджикистан в сентябре текущего года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $17,1 миллиона. Об этом сообщает статведомство страны. Отмечается, что с начала года таджикское электричество поставлялось за рубеж на сумму около $100 миллионов, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доля электроэнергии в общем объеме экспорта республики в январе-сентябре этого года составила 6%. Таджикское электричество в соответствии с заключенными договоренностями поставляется в Афганистан и в весенне-летний период в Узбекистан. Согласно заключенному контракту с афганской электроэнергетической компанией ДЭА Афганистан Брешная Ширкат, рассчитанному на 2022 год, в летнее время афганские потребители ежесуточно получают до 400 мегаватт, в осенне-зимний период поставки сокращаются в 10 раз до 40 мегаватт. Однако статданные показывают, что экспорт таджикской электроэнергии в сентябре сократился по сравнению с августом всего на 5,5%, с $18,1 миллиона до $17,1 миллиона. В соответствии с подписанным контрактом Таджикистан в 2022 году поставит в Афганистан 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Стоимость каждого киловатт-часа таджикской электроэнергии составляет 4,67 центов. В сентябре месяца текущего года в Таджикистане инфляция пошла в сторону дефляции и составила 0,3%. То есть общий уровень цен на товары в сентябре снизился на 0,3%. Об этом сообщает Национальный банк страны. По итогам августа 2022 года дефляция, то есть общий уровень снижения цен по республике, составила 1,2%. В годовом выражении инфляция, как сообщает Нацбанк, составила 5,7%. По сравнению с сентябрем прошлого года темпы инфляции замедлились на 3,9% пункта. Международный торговый центр построен в первом квартале 2023 года в Термезе, центре Сухардаринской области на юге Узбекистана, для активизации торговли с Афганистаном. Об этом сообщает пресс-центр. Ввод в эксплуатацию центра запланирован на первый квартал 2023 года. В период одного квартала после запуска проекта ожидается привлечение более 1 миллиона посетителей из Узбекистана и зарубежья, говорится в материалах презентации центра для СМИ. По данным Министерства инвестиций
инвестиций и внешней торговли Узбекистана, запуск работы центра на полную мощность позволит увеличить узбекско-афганский товарооборот до 1,2 миллиардов долларов в год, 647 миллионов долларов по итогам 2021 года. Центр позволит обеспечить до 90% продукции, необходимой афганскому рынку, отмечает в ведомстве. На территории центра общей площадью 260 тысяч квадратных метров будет осуществляться беспошлинная торговля, а для его иностранных посетителей будет действовать 10-дневный безвизовый режим. Здесь также будет построена 4-звездочная гостиница на 300 мест, медицинский центр. В настоящий момент в Сухардаринской области на узбекско-афганской границе уже действует международный транспортный логистический хаб Термез Карго-центр по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Китай приостановил поставки в Европу и Азию сжиженного газа, об этом сообщает агентство Bloomberg. Такое решение, по словам агентства, вызвано необходимостью для Китая обеспечить газом на зиму собственных потребителей. В свете энергетического кризиса, вызванного решением Евросоюза свести к минимуму использование российских энергоносителей, Китай был важным газовым поставщиком, на его долю приходилось около 7% всего европейского газового импорта. Источник Bloomberg сообщили, что Китайский комитет национального развития и реформ обратился к государственным энергетическим концернам, таким как Петрочина, Синопек, с распоряжением о приостановке экспорта сжиженного газа. Ранее из-за спада в промышленности, вызванного жесткими мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, потребности Китая в природном газе снизились, и государство стало продавать освободившиеся излишки на экспорт. Большая часть этого газа закупалась Китаем в России. Перепродажа российского газа Китаем позволяла также обходить экономические санкции Евросоюза, касавшиеся его прямых поставок из России. Тем временем российская газета «Коммерсант» приводит данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растет, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за 9 месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50% до 15 миллиардов кубометров.